По инициативе Турции была создана Организация тюркских государств. Уйгуров там нет. Не только потому, что уйгурская автономия сейчас находится в составе Китайской Народной Республики, но и в связи со спорами, являются ли уйгуры тюрками или уйгуры, самодостаточная, отдельная великая цивилизация и гораздо древнее тюрков. Разберем распространенное в традиционной академической среде и популярной среди людей убеждение, что уйгуры являются тюркским народом. Этот нарратив впервые был выдвинут русскими учеными. Однако изучение китайских исторических хроник, древнетюркских и уйгурских рунических надписей, а также персидских исторических источников приводит к выводу, это заблуждение. В древних китайских исторических записях происхождение уйгуров четко и ясно прописано, тогда как происхождение тюрков является неопределенным. Китайские хроники эпох Суй и Тан, являющиеся основными и самыми ранними источниками о тюрках, однозначно противопоставляют уйгуров и тюрков как два различных по происхождению народа. В древних китайских хрониках, которые велись более 2000 лет, зафиксирована четкая граница между двумя этими народами. Сегодня многих сбивает с толку то, что их языки относят к одной тюркской группе языков. Но эта тюркская группа языков, придуманная русскими и советскими учеными в 20 веке, в настоящее время оспаривается в авторитетных научных кругах. Знаменитый историк Бань Геу в первом веке нашей эры в Ханьшу проследил историю гуннов, хунну, потомки ся, выше Таньюй были Шаньжун, Синьюнь и Сюньюй, которые живут на севере и кочуют со скотом. И они были предки уйгуров. По словам историка Гомажо, в угасающие годы династии Восточная Хань несколько сотен тысяч гуннов мигрировали на юг и поселились в Ганьсу, Шэньси, внутренней Монголии. А в конце династии Суй, сообщает Суйшу, бесчисленное множество китайцев бежало к тюркам, поэтому тюрки постепенно набирали силу. Так что в тюрках оказалось много китайской крови. В хрониках Суйшу, Цзютаншу, Вэйшу и других древних текстах эпох Суй и Тан проводится последовательное различие. Уйгуры — это одно происхождение. Тюрки — совсем другое. Сегодня мы рассмотрим, в чем именно состояли эти различия по данным китайских и персидских летописей. Начнем с уйгуров. Первое упоминание «уйгур» как «вэйхэ» в китайской истории встречается в Суйшу. Раньше они назывались теле, они были потомками хунну, чьих этнических групп было больше всего. К востоку от Западного моря они бесконечно расселились вдоль горных долин. Западное море — это озеро Баграшколь в уйгурской автономии. Хроники Суйшу, написанные в VII веке, уточняют, предки теле, потомки хунну, их разновидностей больше всех. Цзютаншу, составленная в X веке, прямо утверждает, хуйхэ уйгуры, их предки были потомками хунну. Хунну — это те, кого на Западе знают как гуннов. Далее там же, во времена поздней Вэй, они назывались племенем теле. Уйгуры — это часть большой группы теле. Их происхождение от гуннов не вызывает сомнений. Китайские хроники единодушны, уйгуры — прямые наследники степной империи гуннов. Таншу описывает уйгуров как кочевой народ, с рождения отличных воинов, искусных в стрельбе из лука верхом, но при этом свирепых по нраву. Одно время они служили тюркским каганам, но всегда сохраняли свою отдельную идентичность. Юаньши и уйгурские стелы рассказывают легенду о происхождении уйгуров. В землях уйгуров есть гора Каракарум, из которой вытекают две реки. Одна называется Тухула, другая — Силенга. Однажды ночью божественный свет снизошел на дерево между двумя реками. Люди пошли туда и стали наблюдать. На дереве образовался нарост, похожий на живот беременной женщины. Через 9 месяцев и еще 10 дней нарост на дереве лопнул, и там были 5 комнат, и в каждом по младенцу. Местные жители взяли их на воспитание. Самый младший из них назывался Бёгю-Каган. Когда он вырос, то смог овладеть народом, землями и полями своего народа и стал их правителем. Власть передавалась более чем 40 правителям. Атамалик Джувейни в своем труде «Тарих-и Джахангуша» и Рашид ад-Дин в Джами ат-Таварих подтверждают эту легенду о божественном происхождении уйгуров. Небесный, божественный свет, чудесное рождение от дерева между реками Архон, Силенга, священный регион уйгуров, ровно 5 мальчиков, младший становится Бёгю-Каганом,
реальный исторический уйгурский каган VIII века, но мифологизирован как прародитель. Тотем дерева, божественное право на власть, объяснение миграции в Турфан. Это принципиально иной миф о происхождении, чем у тюрков. Хроники Чжоу-Шу описывают легенду происхождения тюрков. Тюрки — это ветвь отдельная от хунну, имя их — Ашина. Они образовали отдельное племя. Позже соседнее государство разгромило их и полностью истребило род. Остался один мальчик лет 10. Воины, видя, что он мал, не стали убивать его, а только отрубили ему ступни и бросили в травянистое болото. Была волчица, которая приносила ему мясо и кормила его. Когда он вырос, то сошелся с волчицей, и она понесла. Тот царь, услышав, что мальчик еще жив, снова послал людей убить его. Посланцы увидели волчицу рядом и хотели убить и ее. Волчица убежала в северные горы государства Гаочан. В горах была пещера, внутри ровная плодородная равнина с густой травой, окруженная горами со всех сторон, размером в несколько сот ли. Волчица спряталась там и родила 10 мальчиков. Когда мальчики выросли, они взяли себе жен извне, и у каждого появился свой род. Ашина был одним из них. Их потомки размножились и постепенно достигли нескольких сотен семей. Через несколько поколений они вместе вышли из пещеры и подчинились жужжаням. Они поселились на южном склоне Алтайских гор и стали кузнецами для жужжаний. Форма Алтайских гор похожа на шлем. По их обычаю шлем называют тудзюэ, тюрк, поэтому они и приняли это название. В конечном итоге тюрки — волчий род. В хронике Суйшу почти идентичная версия, с небольшими вариациями. Мальчик с отрубленными ногами и руками волчица уносит в пещеру Западного моря, затем Гаочану. Подчеркивается, на знамени тюрков волчья голова, чтобы не забыть истоки. Бугутская стела в Монголии — самое раннее тюркское изображение, кормящая волчица с человеком под ней. Персидские и арабские источники подтверждают легенду. Эргенекон, Баскурт, серый волк как спаситель и предок. Архонские надписи тюркского каганата называют их «голубые тюрки», «кёк-тюрк» и подчеркивают небесное происхождение Ашина. В тюркской традиции волк — священное животное, Баскурт как национальный символ. Волчица подчеркивает воинственность, мальчик с отрубленными конечностями — символ возрождения из почти полного уничтожения, тотем волка как символ каганской власти, знамя с волчьей головой. В уйгурской традиции рождение из дерева легитимизирует божественное право уйгуров на священную землю Атюкин, связь с Архоном, Селенгой, а уйгурских правителей как небесных избранников. Уйгурская легенда более цивилизованная, чем дикий тюркский вариант кровосмешения со зверем. Китайские хроники фиксируют и ритуальные различия уйгуров и тюрок. Суйшу так описывает погребальный ритуал тюрков. Они кремируют умерших и хоронят пепел. Хроники Чжой-Шу сообщают, когда кто-то умирает, тело оставляют в шатре. Сыновья, внуки и все родственники, мужчины и женщины, убивают овец и лошадей, выставляют их перед шатром и приносят в жертву. 7 раз объезжают шатер верхом, подходят к двери шатра, режут себе лицо ножом и плачут, кровь и слезы текут вместе. Так делают 7 раз, после чего прекращают. Выбирают благоприятный день, берут лошадь, на которой ездил покойный, его одежду и вещи, вместе с телом сжигают все это, собирают оставшийся пепел и ждут подходящего времени, чтобы похоронить. Если умер весной или летом, ждут, пока трава и деревья пожелтеют и листья опадут. Если умер осенью или зимой, ждут, пока цветы и листья расцветут. Только тогда выкапывают яму и хоронят пепел. В день похорон родственники совершают жертвоприношение и снова режут себе лицо, обезжая верхом, как в первый день. После похорон на могиле ставят камни. Количество камней равно числу людей, которых убил покойный при жизни. Головы жертвенных овец и лошадей вешают на эти камни. Уйгуры хоронили тело в Дурвулджины. Это квадратные земляные ограды с валом, восточными воротами и насыпью внутри. Некоторые содержат кирпичные подземные камеры. В раскопанных Дурвулджинах находят ингумацию, тело хоронили целиком, без сожжения. Скелеты взрослых и детей, иногда в мешках или ткани, с вещами, монеты тан, украшения, керамика.
Это разный погребальный обряд разных народов. Теперь обратимся к происхождению тюрков. Чудом сохранившиеся останки императрицы Ашина, дочь Мукан-Кагана, тюркской принцессы, выданной за китайского императора Северной Чжоу Уди в VI веке и захороненной в Китае по китайским традициям без сожжения. Анализ полного генома ДНК показал почти 98% северо-восточноазиатские гены, к менее 3% западноевразийская, очень малая примесь, вероятно, от одного события смешения, примерно около 1000 лет до нашей эры. Из современных народов такой геном ближе всего к тунгусо-маньчжурским и монголоязычным народам, а также некоторым восточно-тюркским, якуты, тувинцы, алтайцы, хакасы, долганы, подтверждает преимущественно северо-восточноазиатское происхождение. У архонских уйгуров 58% восточная и 41% западная примесь. Ашина и архонские уйгуры — это два разных генетических профиля внутри степного мира. У тюрков Ашина в основном восточная смесь, а архон-уйгуры уже несут заметный западный след. Современные же уйгуры после смешения с индоевропейцами-тахарами тарима еще больше европеоидной составляющей. Тюрки происходили из народа, которых китайцы называли ху, смешанная с гуннами, жужанями и даже китайцами. Хроника Чжоу-Шу сообщает, предки тюрков пришли из царства Са, которое находилось к северу от гуннов. Хроники Бэйша называет их другой разновидностью, чем хунну. Ни в одной из хроник тюрки не признаются прямыми потомками хунну. Это ключевое отличие тюрков от уйгуров. Хроника Вэйшу сообщает, что в 439 году император Северной Вэй захватил царство Северная Лян. Семья правителей была частью народа Лушуй-Ху. Именно к этим ху восходят корни тюрков. Хроника Суйшу сообщает, предками тюрков были смешанные варвары Заху из области Пинлян, что в современном Ганьсу. Их фамилия Ашина. Тюрки не были потомками гуннов. Они были смешанной группой, метисами, Цзаху. После того, как император Таю Поздний Вэй уничтожил царство Северная Лян в Пинляне, Ашина с 500 семействами бежал к жужаням. Так Ашина попал в подчинение жужаням, и тюрки получили свое прозвище — рабы-кузнецы. Веками они жили у золотых гор Алтая и искусны в кузнечном деле. Гора формой напоминает военный шлем, а по обычаю шлем называли тюрк, поэтому так стал называться и народ. В конце IV – начале V века жужане основали свой каганат, который просуществовал около 150 лет. Именно жужане первыми использовали титулы хан и каган. В 552 году тюрки победили их, основав первый тюркский каганат. В 605 году тюркский каган атаковал племена теле-уйгуров, заподозрив их в измене. Они собрали несколько сотен их вождей и военачальников и перебили их всех. Поэтому теле восстали, пишет Цзю Тан-Шу. 5 групп Тиле поселились к северу от границы Сюэяньта, у реки Селенги. Племя Сюэяньта входило в группу Теле, предков уйгуров. В 627 году Сюэяньта, возглавив восстание телесских племен, вместе с уйгурами нанесли сокрушительное поражение восточно-тюркскому каганату. После этой победы, в 628 году, под руководством вождя Инаня они создали Сюэяньтовский каганат. Они стали ведущей силой в монгольской степи, а в 630 году совместно с династией Тан нанесли восточно-тюркскому каганату окончательное поражение. Сюэяньтовский каганат просуществовал недолго и был поглощен уйгурами, а племя Сюэяньта влилось в Таккус-Агус уйгуров. Китайские хроники и древние уйгурские и тюркские стелы рисуют картину непрерывной вражды между уйгурами и тюрками. Тан-Шу свидетельствует, после того, как в 605 году тюркский каган заподозрил племена теле-уйгуров, собрал несколько сотен их вождей и перебил и ограбил их всех, уйгуры и тюрки стали непримиримыми врагами. Стелы Культигина, тюркского бельге-кагана, подтверждает эту вражду. Такусагузы были моим собственным народом. Из-за того, что небо и земля перевернулись, они стали нашими врагами. Мы сражались с ними 5 раз в 1 год. Здесь речь идет о раннем периоде, когда уйгуры, как часть племен Теле, тугусагузов были подчинены тюркскому каганату и составляли важную часть их военной и экономической мощи. Китайские хроники подчеркивают, что тюрки Ашина использовали уйгуров в Теле как силу для контроля над степью. Цзю Тан-Шу,
и Синь Таншу пишут: с тех пор, как у тюрков появилось государство, в восточных и западных походах они всегда опирались на них теле, уйгуров, чтобы геройствовать на севере. Это показывает, что уйгуры не только не были частью тюрков, а были отдельной силой, на которую тюрки опирались. Уйгурский стела Теркин, воздвигнутая в 753 году, описывает, как уйгуры атаковали тюрков, разрушили их каганат. Более 200 лет эти два народа были врагами, пока уйгуры окончательно не разбили тюрков и не изгнали их с монгольских степей. И это еще одно доказательство того, что уйгуры и тюрки не были одним народом. Теперь о возвышении уйгуров. В 744 году кочевые уйгуры, базировавшиеся в районе рек Селенги и Архона, атаковали и разбили второй тюркский каганат, который правил уйгурами 50 лет. Они основали уйгурский каганат на Архоне. В тюркских и уйгурских стелах уйгуров часто называют таккус-агуз, 9 родов агузов. Таншу перечисляет таккус-агузов, которые объединились в уйгурский каганат. Главный род — Яглакар, и это уйгурская царская фамилия. Остальные 8 — союзные племена. Таким образом, таккус-агуз — это не отдельный народ, а конфедерация 9 племен, в которой уйгуры были ведущим царским племенем. А в середине VIII века вождь Кутлук-Бельге объединил 9 родов таккус-агуз, завоевал Карлуков и Басмылов и основал уйгурский каганат. После основания каганата эта конфедерация стала называться уйгуры 9 родов, или просто уйгуры. Танский император даровал уйгурскому кагану титул Хуайжэнь-кагана, признав каганат новым гегемоном Центральной Азии. Уйгурский каганат доминировал в степях целое столетие, совпавшее с золотым веком династии Тан. Уйгуры строили дворцы и города. Надпись на стеле кагана Маянчара гласит: «Я повелел сагдийцам и китайцам построить роскошный город на Селенге». Столица Карабалгасун была построена в 751 году, а начиная с 763 года она стала центром манихейства в Восточной Азии. Уйгурский каганат активно вмешивался в дела Китая. В 756 году, когда вспыхнуло восстание Ань-Лушаня, уйгуры послали армию на спасение династии Тан, а в 764 году объединенные войска уйгуров и китайцев разбили тибетцев. В 791 году уйгуры сами разбили тибетцев и карлуков. В 821 году новый уйгурский каган женился на танской принцессе Тайхэ. В знак благодарности он послал войска атаковать тибетцев. Всего за время династии Тан около 6 принцесс были выданы замуж за уйгурских каганов, и 3 из них были дочерьми императоров. В 788 году уйгурский каган Тонбагатур Алп-Кутлук-Бельге-Каган отправил посла к танскому императору Дэцзуну с официальной просьбой изменить написание китайского иероглифа в названии уйгурского народа с Хуэйхэна-Хуэйху, что означало «народ быстрый, как сокол». Хроники Тан-Хуэя так отписывают это событие. В 7-й месяц 5-го года, когда танская принцесса прибыла в ставку кагана, уйгурский посол Ли Цзинь попросил, воспользовавшись браком с принцессой Синьянь, изменить иероглиф Хуэйхэна-Хуэйху. Это было сделано, чтобы похвалиться, что нравы их страны быстры и сильны, словно сокол. Император Дэцзун одобрил эту просьбу. Официальное утверждение названия уйгурского народа было беспрецедентным событием по 2 критериям. Первое. Могущество уйгурского каганата и уйгуров было настолько велико, что уйгурский каган мог диктовать императору Великой империи Тан, как описывать уйгурский народ в китайских официальных документах и исторических хрониках. Второе. Уйгуры, единственные из народов на международном уровне, дали официальное название своему народу и закрепили его навека. Ни один народ, а тем более тюрки, не имели официального названия, отсюда и путаница, кого можно считать тюрками, а кого нет. Уйгуры уже в VIII веке однозначно показали, что они уйгуры, а не тюрки. Кроме того, уйгуры, единственные из так называемых тюркских народов, создали собственную письменность — уйгурское письмо. Тюрки, после того, как уйгуры разбили тюркский каганат и изгнали тюрков, утратили руническое письмо и не имели собственной письменности. У уйгурского языка возникла не только собственная система письма. Уйгурский язык выступал как язык-эталон, как престижный древний язык с разработанными грамматическими и лексическими формами. Уйгурское письмо, созданное уйгурами в VIII веке, стало лингва франка и государственной письменностью во всей Центральной Азии более чем 1000 лет,
от уйгурского каганата, Монгольской империи и маньчжурской династии Цин-Китая до XX века. Уйгуры им записывали указы, религиозные каноны, литературные произведения, договоры и медицинские трактаты, оставив бесценное наследие. Более поздние тюркские литературные языки возникали не на пустом месте, а в подражании уйгурскому языку. Отсюда ясно, что не уйгурский язык входит в тюркскую группу языков, а наоборот, тюркские языки производные от уйгурского языка. И только политическая ангажированность советских ученых перевернула науку с ног на голову. Таков был заказ партии при создании национальных республик Средней Азии. В 839 году в Великой степи разразилась невиданная экологическая катастрофа. Синь Таншу пишет: в тот год было много болезней, голод и падеж скота, а вслед за ним открылась моровая язва и выпали глубокие снега. Китайская энциклопедия Тан Хуэя под 839 годом сообщает: ряд лет подряд был голод и эпидемии, павшие бараны покрывали землю. Выпадал большой снег. Началась великая столетняя засуха в степи. В уйгурском каганате началась междусобная борьба. Тан Шу сообщает: в 839 году министр Кюлюкбек восстал против Кагана. Каган сам себя предал смерти. Кюлюкбек поставил каганом малолетнего Кеситигина. В следующем, роковом для уйгурского каганата году, старейшина Кюлюк-Багатархан из телесского племени эдизов, соединившись с хагасами, со 100 тысяч конницы напал на Хайху город Ардубалык, убил хана, казнил Кюлюкбега и сожег его стойбище. Уйгуры покинули долину Архона, ставшей зоной экологической катастрофы. 15 племен под руководством Пантегина направились на запад и пришли в район Гучин и Коча, современный Турфан. Другая ветвь уйгуров, относительно небольшая, вошла в Хэсийский коридор в Ганьсу и в 860 году образовали уйгурский каганат Ганчжоу. 3 ветви создали в своих провинциях: Кашгарское ханство уйгуров Карахана, Атурфанское идикутство, уйгурский каганат Ганчжоу. Китайская хроника свидетельствует: вначале хайху, уйгуры, ушли на запад, их племена и кланы разошлись по разным местам. Поэтому здесь был Каган в Ганьсу, идикут в Турфане и Карахан в Хатане и Кашгаре. Они все уйгуры, потомки уйгурского каганата. Уйгуры в Кашгарском ханстве первыми приняли ислам, перешли на арабскую письменность и по исламской традиции стали называться мусульмане. Уйгуры турфанского идикута сохранили буддизм, уйгурскую письменность и самоназвание уйгур. Уйгуры Ганчжоу оставили манихейство и буддизм и получили название сарик-уйгур, желтые уйгуры, от традиционных желтых головных уборов. Турфан стал столицей уйгурского идикутства, который существовал дольше, чем все империи, с 850 до 1250 года и считал себя наследником уйгурского каганата. Уйгурское турфанское идикутство создало утонченную цивилизацию и просуществовало дольше, чем все тюркские государства в Центральной Азии. Уйгуры Турфана создали первую в мире типографию и печатали книги на разных языках. Здесь писали на десятках языках, переводили сутры с санскрита, создавали энциклопедии. В Турфане цвели университеты, скриптории, больницы. Турфан стал живой библиотекой Центральной Азии, мозгом шелкового пути. Уйгуры Турфана оставили богатое наследие текстов и материальной культуры, которые ученые до сих пор изучают. Эти находки показывают, что уйгуры были одним из величайших народов в мировой истории. Большинство уйгуров осталось в северо-восточном и южном Синьцзяне. Они смешались и ассимилировали местные индоевропейские народы, тохаров, с тысячелетней оседлой цивилизацией, что окончательно разбивает теорию о тюркском происхождении современных уйгуров. Итак, что говорят китайские хроники? Уйгуры — это прямые потомки гуннов, часть большой группы теле. У них свой тотем, дерево, свои погребальные и брачные обычаи. Тюрки же — это смешанная группа цзаху, вышедшая из области Пинлян, с фамилией Ашина, тотемом волк и со своей особой историей. Эти два народа веками воевали друг с другом. Они не были братьями, не были одним этносом. Термин «тюркская языковая семья» — позднее лингвистическое обобщение, подобно тому, как романские языки объединяют французов, итальянцев и испанцев, которые тоже не являются одним народом. Поэтому, когда кто-то говорит, что уйгуры — это тюрки,
Китайские хроники эпох Суй и Тан отвечают: нет. У них разное происхождение, разная культура, разная история. И тысячелетние письменные источники, от гадательных костей династии Шан до стел Культегина и Маянчера, это подтверждают.